Начиная с августа 2020 года, когда впервые уже суд рассматривал определение меры пресечения, я выступал с поручительством в суде, характеризовал, зная его многие-многие годы. И если сказать, что это для нас было неожиданностью, то это мягко сказано. Это действительно как гром с ясного неба, потому что на протяжении многих лет мы знаем, как главам администрации, наследов приходилось и приходится работать и сегодня с недропользователями, как приходится объяснять, доказывать, что нужно на той территории, где они находятся, нужно, значит, помогать и так далее, решать другие вопросы. Ну, теперь непосредственно к делу перейдем. С августа 2020 года ему было, я имею в виду Арсентию Прокопичу, предъявлено обвинение и возбуждено уголовное дело по статье 204, часть 8 Уголовного кодекса Российской Федерации «Коммерческий подкуп», которые предъявили ему по заявлению Общества с ограниченной ответственности «Нерюнгри Металлик», которая осуществила недропользование, это добыча золота на территории Тянского наслега с 2016 года. Но первое соглашение уже с ними, а Арсентий Прокопич работал главой 22 года. Уже первое соглашение было в 2009 году заключено. Но еще раз подчеркну, что с 1995 года он возглавлял наслег, это 22 года, и очень многое сделал. Удивляет, что Арсентия Прокопича обвиняют в вымогательстве в личных интересах, хотя на протяжении многих лет он заботился только о своем наследии, о своем населении, о том, чтобы все средства, выделяющие недропользователями, согласно соглашению и законов республики об ответственности недропользователей, были направлены на нужды населения, наслега, которое представляет родовой общиной Венков Тяня. Основной деятельностью является оленеводство. Но проблем же с 1995 года. Мы представляем, что было у нас в стране, как нужно было выживать, как платить зарплату. Оленеводство лишилось поддержки. И сколько сделал, в том числе и Арсений Прокопич, и многие его товарищи, которые руководили, значит, муниципальными образованиями, чтобы выжить и сегодня, значит, как-то немного встать на ноги, хотя проблем не уменьшается. На наш взгляд, вот обвинение, которое было предъявлено и сегодня предъявлено Арсению Прокопичу, не объективно и, по сути, является ложным и преследует цель недропользователя создать прецедент, чтобы уклониться все-таки от социально-экономической ответственности и экологических требований. И таким образом обвинить Арсентия Прокопича в том, что он не совершал. На наш взгляд, это мы уверены в этом абсолютно, и факты доказывают это. Да. Ни одного случая не было, чтобы 22 года руководил он, какие-то, значит, аналогичные вопросы к нему бы задавались. Да, он настойчив, он требовал от недропользователей то, что необходимо выполнять, но это все шло на пользу населения, и все это оформлялось абсолютно. Надеемся, что следствие разберется в истинных целях недропользователя, право восторжествует, и дело в отношении Николаева Арсентия Прокопича, народного депутата и истинного патриота, будет прекращено. Мы в этом убеждены, что следствие разберется.